Всем мир! Сегодня я хочу провести сравнение стали К390 с разной предварительной подготовкой, но с одним и тем же режимом закалки. Участвует кругляк из К390 после длительного отжига, кругляк из той же К390 неотожженный и пластина К390 неотожженная. Дополнительно будет участвовать неотожженная пластина QPM-53. Это почти аналог К390, и она пойдет вне контуса ради интереса. Итак, клинки из пластин QPM-53 и К390 я просто вырезаю и закаливаю. Без ковки экономия по времени, конечно, существенная. На ковку двух других клинков из К390 у меня уйдет часов 8-10. Начинаю ковку неотожженного кругляка из К390. Ковка, как обычно, ведется при низких температурах с небольшой степенью деформации, острым концом молота. А пока сталь куется, расскажу о своих наблюдениях о этой стали. Как известно, есть фанаты чудо-булатов, а есть фанаты порошковых сталей, которые уверены в непревзойденных свойствах. Хочу развеять эти мифы. Структура порошковой стали, в частности К390, не идеальна. В одном из прошлых видео я показывал, как выделяются неметаллические включения при ковке отожженной К390, что говорит о довольно пористой структуре. Также я хочу сказать, что разные партии стали К390 существенно отличаются между собой в плане термообработки. Рассказываю страшную историю. Я в разное время покупал 3 партии стали в официальном представительстве фирмы Бёллер в России. Судя по документам, все эти партии приехали из Австрии и имели один и тот же химический состав. Но все эти партии по-разному вели себя после длительного отжига. Например, сталь из первой партии после отжига давала двукратное прибавление по резу на канате. Чтобы подобрать режим отжига, у меня ушло около 95% от этой партии. А все клинки, на которые хватило стали, кучно заняли верхние места в чемпионате 2020 года по резу каната. Поэтому я спокойно заказал вторую партию стали и сделал отжиг. Но каково было мое удивление, что тот же самый отжиг на второй партии стали дает двукратное ухудшение режущих свойств. При этом в неотожженном виде сталь из второй партии режет практически так же хорошо, как и первая партия с отжигом. С одной стороны, я обрадовался, что первая партия стали была бракованной, и можно улучшить свойства второй партии отжигом еще в 2 раза, но надо только подобрать режимы. Но с другой стороны, не было понятно, почему старый отжиг не сработал. Дальше начались танцы с бубнами, поиски ошибок, проверки печей, термопар, контейнеров и всего того, что могло привести к ошибке в отжиге. Чего я только в процессе этого не передумал, включая высшие силы, инопланетян, рептилоидов. Но в конце, перебрав все, что можно, отказавшись от мыслей об изгнании бесов из кузницы, я понял, что ошибок в отжиге не было, и придется все-таки искать другой режим отжига. На этот процесс благополучно полностью ушла вторая партия стали, но я так и не нашел позитивного отжига. Все они давали заметный минус. Поэтому я купил третью партию стали К390, именно ту, что я курю сейчас. И что вы думаете не так с третьей партией стали? А ей вообще оказалось все равно на любой отжиг. Она выдает приблизительно такой же результат по резу, что и первая партия стали, что с отжигом, что без отжига. Отдельные варианты отжига дают небольшую 10%, наверное, прибавку по резу и агрессию. Но все это в рамках погрешности измерений. По сути, результат практически одинаковый. Сейчас мы это в очередной раз и проверим. Дополнительно мы проверим еще необходимость ковки. Вообще порошковая сталь ковку не очень любит. Особенно всякие экзотические виды ковки, типа расковки на торец и прочие, что меняют направление движения металла, или то, что в литых сталях понимается под волокнами. Такие методы резко ухудшают прочность и рез. Даже проковка спусков ухудшает свойства порошковой стали. По поводу листовой стали, по моим ощущениям,
она все-таки проигрывает кованой процентов на 10-20. Также те, кто работают с листовой сталью, говорят о том, что свойства могут существенно отличаться в одном и том же листе в зависимости от края листа, из которой вырезается заготовка. А на китайских сталях вообще бывает брак целыми участками, который появляется только на готовом изделии. Не только может быть плохая термообработка, но и сам исходник может оказаться не такой, как хотелось бы. Далее идет видео теста. Окончательный результат: около 400 резов показали все клинки. Различия по качеству реза можно считать субъективными. Вариант кованый К390 без отжига чуть дольше резал. За ним с небольшим отрывом идет кованый вариант с отжигом. По моим ощущениям, он более агрессивный по резу. И последним идет вариант из пластины К390, который резал менее агрессивно, чем все остальные, но все-таки каким-то чудом добрался до 400 резов. Сталь QPM-53 тестировали отдельно, но результат сравнимый с К390, так что ее вполне можно использовать как аналог. Я думаю, надо все три. Ваня, ты включился? Да. Да. Так, нож номер 1, сталь К390. А какая будет нож номер 1? Это из пластины точно. Это из пластины. Ну тут, короче, 3 ножа, один из пластины, 2 кованые, причем кованы по-разному. А что хотим тогда узнать? Посмотреть, сравнить. Стоит ли ковать или из пластины? Нет, ковать всегда. Хреновую ли ты мне пластину подогнал? Какую? Офигенскую. Ты же видел прям с Ну, витрины. сейчас узнаем. А это из пластины не кованый, что ли? Она с пластины лучше, чем кованая. Так а Женя ж не кованый не признает. Только ножами занимается из-за Не коварства. режет? 0,3 с половиной. Не, он заточил, просто коротенький очень ножичек. Игорь Дмитриевич, а там второй еще чуть-чуть поправить. Можно не обклеить. Ну как так, поправить, чтобы Женя порезал. Я он у Дмитрича, можно его сейчас лишать. А у него нету чая, у него просто имбирь. Да, вот, кстати, ну, сделай микс, попробуй, и вот, сходи себе. Слушай, микс можно делать только с фиалок. С чем? С фиалок. Нет, а тут однажды был нормальный микс. Два говна смешали, получилась симфония. Это был, знаешь что был? Это называется ассамбляж. Ассамбляж. Звучит, конечно, так себе, но вкус было нормально. Не, на вкус вообще шикарный был. Как вам не стыдно, а? Не стыдно. Стебетесь? Да. Совестно. Ну, то же самое, 3,1. Отличный результат. Давай, ну что Нет, 3,1. Не, хотя на этом шнурке, да, нормально. Ну, зависит. Нож номер 2. Вот, который пишет. Видишь, Нет. заботится о нем. Блин, Женя, вот По-моему, красивый. нож. дизайнер ты, конечно, классный. продаст потом по спекулятивной цене. Да, после, Когда- по смерти Ты мастера. когда фотку своего ковра покажешь? Ты говорят, его где-то выставил? Какого ковра? У меня нет ковров вообще. Ну, ты знаешь, мне Стенку, вот этот стенку. Это как-то стенка, он, ковров Ну, там стенку в смысле. по впиваемости Покажи прям мне вообще. стенку, Сколько? интересно. 0,2. Нож номер 2, да? Да. Начальное усилие 0,2. И прям впивается так хорошо. Это было 500 сообщений. Вчера только просто было за вечер. Нет, твоя аптека мою перебивает. Ну а сейчас, да, у вас у обоих пошли. Ваня, ты какого числа выставлял? Слушай, это было... Там уже 600 с лишним. Вот это вот 1000, да, было. Ножик испытываем, качество ножа проверяем. Да, там открыто. Там мотать потеет. Там, по-моему, до Нового года. Там за ночь 400 сообщений, за одну ночь только. Да. Народу много там, да? Вот, и все пишут.
Нет, они как-то пишут это с взрывами. Вот то ничего, то ничего. То, нет, там сначала то ничего, Вообще, потом бабах сразу. рекламная, Рома там интерес подогревает у потенциальных покупателей. Они потом такую хуйню там пишут. А, так это как бы Ромин. Ромин, да, это он был знает. Пришло. Кто? Сколько? Всего тогда, если там поставить. Ну пусть будет 2,95. После Ну, 50. да. Но он вот Это лучше, чем в анализе. 3, но 3 он прям вот на не вот так вот, а прям вот так вот. С учетом того, что себе вы в плюс подсуживали, а с Женей в минус, то это, наверное, видимо, лучше. Злые языки. Я Жене всегда в плюс Да, подсуживаю. да, он вам сегодня в карман ничего не клал. У меня ничего нету. Да, он же еще ничего не продал. Что он Так, положит? и нож номер 3 тоже кованый, но как они кованы, мы не знаем, пока их не достанем. У них тут вот на заду написано. Оху сейчас получишь чего. Тихо. Ну, это после лыжи ботинок. Да, кстати. А, ну после лыжи. Не, после лыж нормально. Не, у меня не ботинки, что у меня? Сверху носок. У меня сапоги Что, не режет? полярные, теплые. Носок, Охотничий лыжи. Этот не такой зубастый, подожди. ну, охотничные, шиши. Игорь, тебе какой больше нож понравился? Ты знаешь, вот Который этот, продал. вот, большие вот, деньги. вот этот по резу, подожди, Егор, вот этот по резу, вот как вот эта бритва из нержавейки, вот. А вот номер 2, он прям, Это Вот номер как 3. Булат, да? но этот тоже 0,3. А тот как Булат. Вот вопрос, а вот на морозе Конечно, нет. Надо Женю спросить. Условия Круг суровые. поставили. Да, на морозе. Они показывают здесь результат такой же, как в другой раз. Но вот мы тут как-то резали еще при Кузнецове. У меня банка с керосином была, бутылочка. Она вот тут стояла, керосин замерз. Ну он как желе стал. Было под 30. На морозе строгали. где надо какие-то претензии. Конечно, задолбаешься. Проще так продать. Да. Как есть, не заточено. Протестирован на морозе. В 2 раза мощнее, значит, можно. Ну. А этот четко 2,9. Отлично. На 50 резах, Да. ну значит тоже как в анализе. Бессмысленное занятие. Я уже промерз просто насквозь. Чай. Сопли текут, смотри, да. Надо не чай, а выпить. Да это не сопли, это чай. Сопли. Ничего себе сопли до колен. Видите, чай горячий. Не может пить чай. Он на торговле, кому надо О, чай? кто не пьет. Ой, пьет. Другого нету. Что? Сколько стоит? Не знаю, я говорят, что Да? Не, я бы тоже согрелся. Но мне здоровье не позволяет. Вам налить удовольствие. Да, разливай, если там что-то осталось. Не отвлекайся. Да. Приходил Трафлете, Владимир да. Михайлович, По принес. вкусу как А, 3 года эта штука. Она висела, он про нее забыл, потом пришел и говорит, о. Понятно. Так, 100 резал. А у меня нынче была курица сушеная. У меня вообще было все сушеное. Ходили на мои сушки в походу. Меня очень хвалили.
Просто на не сублимированно, а высушенное. Нет, на электросушилке. Так, 3,3. Курица наш не калорийная. Ну, можно перетестировать, будет 3,35, но пусть будет 3,3. Ну сколько резов? 100 резов 3,3. Отлично. А у Ананис было сколько? 3,6. А по вкусу как рыба? А, кстати, надо попробовать, как здесь пиво заходить. Может, и пиво не зайдет. Мне вчера заходило нормально. Мне вчера шампанское заходило хорошо. Пару бутылочек я фигачил. Да? Так поэтому он сегодня не заходит. Иду сразу. Шампанское заходит всегда. Канат Так, нож номер 2, 100 резов. какой-то он ватный весь. Так потому что контрольный нож еще. Расчехляется весь как-то. Болтается. Не, клей замерз на скотче. Наверное, не держит его этот самый. А клей он не клеится. Ой. Ой. 3,4. Нож номер 2. На 150? На 100. 600 пошел. А, это 100? Да. Валент, чай не будет? Ну налей. Вот, вот, вот. Ты можешь термос ближе чуть перелить. А там смешаешь, соберем. Сделать микс. Женя, ты будешь чай? Двигает вот второй ножичек. Коровку мою на дальний картон. Да. А то ты как с утра все, потом. Лучше эталон. Поймем. Почему ты решил, что это лучше? Да. Я так думаю. Ну вот видишь, не дают. Женя, чай Тебе пьешь? сегодня глаза заведущие, тебе сегодня все нравится. Что это нет? И кухня, и кипиены, и ванадисы ушедшие. Ой, сейчас удивлю. Расстраиваться будет. Ой. Ой. Затупился. О, аптека. 3,6. Нож номер 3, 3,6. Сколько резов? 100. Вот этот 3,3 это номер 1. Да. Ты знаешь, мне вот этот очень понравился. На первых 100, да. А дальше сейчас будем посмотреть. Номер 2. Ну, номер 1, кстати, тоже неплохо. Прям неплохо совсем. Пластина. Хорошая пластина. Игорь Дмитриевич, выздоравливайте. Вы нам пьющим больше нравитесь. Так, вы это, РК, не надо? Или, коробку бы нашу. Вам я гаранту вот так вот. 49. Блин. Этот скотч на таком морозе ни хрена не держит. Так он и не мотается ни хрена. Ну да. Клей замерзает, он не Слышь, прилипает. Он хрустит, он не налипает. Как будто без скотча режет. Ну, А, кого ждем?
ты мне еще тут. Слышь? А может, Игорь просто тезисно скажет, что какой нож ему больше понравился? Нет. Я не уверен, что я их до конца дорежу. Я уже захренел уже резать. Тебе может я горячего. Что-то он сдулся, по-моему. Это номер кто? Номер 1. Даже чуть больше 4. Ну, будем считать, что 4. Сколько? 4. А сколько резов? 150. Ну, И он не весело себя чувствует. на ощущение. Да, Чай горячий. да. Коробку бы надо. Ну, у него чай весь запутан. На пузе тут всего 3 капли. 1, 2, 3, 4. 4 капли. Вот что значит пить бросить. Кошмар вообще. Врагу не пожелаешь. Не дай бог, не дожидайся. Нож номер 2. Вот, это интересно. 150 резов. Интересно, Кюпиев, ты же уже почти сговорился. Да, сейчас будем разговаривать и с Купием тоже. Деньги давай. Давай сразу. Что разговаривать? Разговор у нас с тобой будет короткий. Деньги давай. Деньги давай. Все. 4 целых. Не понял. Это 150 резов не может быть. Не Он понял. еще хуже, чем первый, что ли? 4. Это вы не туда смотрели, Игорь Дмитриевич. Так, 4-2, видишь. Нету, нету. Тави, надо еще больше. Добавить бы. Что-то фигня какая-то. Хозяин, добавить надо. От мертвого слоуши. Да не херня, это на канат такой, просто надо это. Эталона, например. Конечно. Нет, все верно. 4,0. 4,0. Да. Блин. Такая надежда была. Да, это не волновалось. Все равно победит первый нож. Его не касалось рука. Так она всех 3 не касалась. Так, 2 кома. 2 кована. Да, причем кованы по-разному. Полосы. А первый из полосы. Эти что же из полосы? Нет, нет, это из куска. Лука? Да. А это из полосы, которую я. Я думал, все из полосы. Еще на осеннем. Ой, на весеннем. Мне не понравился Купер, но тут Ванадис. Ванадис уже ушел в одну. Ну все, он Я, Егор Сергеевич, вот смотри. Как родному. Майку я вам есть брат-близнец. Да. Только эти все блондины были, тут брат брюнет. Это мы слышали уже не раз. Ну если надо, вставай в очередь. Он делает быстро, Это что такое? но не быстро. Что такое? 6. 3,7? А там черный волос пошел, все, что-то не то. Кевларовый. Значит, так. Не, ну вот этот вот шнурок, он все испортил. Надо тот искать. Надо просто отходить от края подальше, иначе непонятный результат получается. Хотя бы 2 Ну сантиметра. все равно 4,1, как ни крути. Все одинаковые? Как не старался. Короче, все одинаковые. Сколько резов было? 150? 150 резов. Женя, по ощущениям есть отличие? Нет. Ощущение, Нет, потому что нет, тело. нет. Единственное, что Нож номер один. первый немножко он чуть-чуть более вот мягкий такой. Да. Короче, 150 резов. Нож номер 1 4, нож номер 2 4, нож номер 3 4,1. Кстати, говорил мастер, ковать это зло. Какой мастер? Кузнецов. Виктор Васильевич. Нет, он говорил, что ковать, если ковать как ковать, то там микротрещины. Это я утрировал. Он Да. просто говорил, что ковать это в принципе продавать. Слушай, ты можно. посмотри вчера. Он показал, что ковать надо на остывающем ноже.
Наконец-то. Да, Там же еще и техника кофе имеет значение, насколько я помню. там и техника, там боек какой-то, в какую сторону. И боек, и техника удара. Технику Техника, удар, ты же да. сказал, Игорь показывал. Приподнимаешь, как Жень, дерево, ты и это- опускаешь. Это так он же вообще на молоте курил. Он вчера вручную. Нет, вчера вручную ковал. Что это за фигня вообще? Короткий. Сколько? Он даже не отрезал. 5? А ты поставь 5. Да, я говорю, этот канат по-другому все идет. Надо эталон. А я тебе говорил, что начинать надо резать было на том канате, а не на этом. Тише, Вот тише. слушаться надо взрослых дядей Зачем? Да, и зачем? не задавать дурацких вопросов. Потом. Мы сейчас его протестируем просто тоже, все. Просто он А разваливается, я когда увидел. согрелся. Я ведь согрелся. Мне я что, как мне будто главное, что ладно, результат понимаю. одинаковый. Ноги замерз. А я с деночкой вырезал. Да? А я что-то Войлочный. носок. Я, кстати, одевал обычный носок, нога не мерзла. Сегодня думаю, надо одеть потом. Вот, а нога прикинь, блядь. А до этого было вообще, что я в лес не ходил, нихуя вообще не мерз. Так, нож номер 1, 200 резов, 5,5. Ну все, уже заканчивает нормально. Не, купим 53, конечно, да. За деньги, да. За деньги, да. Здесь еще и форма какая-то для тебя. Форму-то можно подровнять, но вопрос. Если стоит металл, формы вторичный. Я, в принципе, все железные могут подровнять. А ты на что сравниваешь? А? Ну-ка. Ваня, а у тебя какая точилка? Силишь. Я просто смотрю, у нас углы полностью совпадают. Так я же подбирал угол. Нет, я не в этом смысле. Просто на разных точилках иногда вот идешь по прямой линии. А, ты имеешь в виду по Да, радиусу? да. Так, нож номер 2. Да. Сколько? 200 резов? 200 резов. Евгеньевич, вот этим еще отрежешь? Своим. Я уже нарезался. Надо, еще надо. О, учись о. Женя, крепись. Это вам не здесь. Ты же, раз уж приехал, уж посвяти себя глаголу дела. Я сегодня уже вон 5 ножами монстр. Надо 6. У Ну тебя уже еще что-то ладно. осталось из ножей? У него все последнее. Не, он Булат тот- там еще. а у него тот же Ну, вот этот самый, точить надо. И Игорь Дмитриевич не умеет Булат который точить. раскрошился. 4,9. Нож номер 2. Лучше. Одинаково. Ничего себе одинаково, совсем не одинаково. 5,5. Ну, свою голову не представишь, понимаешь? Даже такому выдающемуся во всех отношениях. Ну, руки. Иногда и себе не представишь. Ты посмотри на его руки. Не согрел. Да у меня вон Игорь все, блядь, клинок в клинок бьет, блядь. Я двигаю. Собери. Я их двигаю. Там мне долг. Так, нож номер 3, 200 резов. Блин, мотать надо сейчас будет. Что, опять? Да у него там уже за 5-6 есть, сейчас уже 7. Так еще контрольный надо Ну проверить. что сейчас зависнет тут на 5,2. 4,9, то же самое. Не, виски хороший, мне понравился. Греет. Сам оттуда. А кто не пьет, тот пьет. Смотри, какой он тебе ехидный. Это уже москвичом становится. Деформация происходит. Ты сказал, что
Воду высыпать, я не хожу. Блядь. Глупо ты не говоришь. Через витрину я его скажу, хуй там. 7. Через сумму денег нет. Блин. Нож номер 1. 250 резов. 7 ставишь? Да. 6. Сколько резов? 250 резов. 6. Ванадис они не догонят. Канат другой. Канат, ну, проверим сейчас канат. Давай, второй. Второй. Вторым надо резать. Ну так режь. Что стоишь? Я уже не могу. Ну отдохни чуть-чуть. Немножко. Самую малость. Может отдохнуть, мы канат пока помотаем. Да, кстати, ты отдохни, а специалисты по наводке каната будут мотать канат. Специалистам деньги платят, а мы любители. Вот. Ну Ванадис-то на том канате я показал, да? Только разбираться надо. Да просто Женя устал, он еле режет. Уже Женя тоже беспорядочный. Валим. Не, Валенка лучше первый. В том местности, где я родился и вырос, у нас работали северокорейцы, не есть. У них, видимо, постановление так рассчитано, не зимой у нас, в мороз, ходили в полукедах. Причем у них полукеды были легче, чем наши советские. Они ходили в них, носки сыпали красный перец. И так ходили. Ну, ты так сказал. А что про это ножка? Он говорит, я тебе на голову между пальчиками. Маша. Нет, реально, да? Так этот дурак намазал, потом, блядь, бегал, не знал, что делать, чем отмыть. Нет, ну вот они реально в тапочках. 5,5. Зимой, блядь, 40 грамм. Нож номер 2, 5,5. Тапочка. Да. 250 Полукеды резов. Вот, то есть, ну, как сказать, как? Резиновый. Ну, подошва резиновая, сверху тряпка. А им ноги потом отрезали или нет? Давай, режь, а потом они будут мотать. 42 градуса мороз, Жень. Они в этом могут. Объясняю, как ходить. Носки вперед с красным. А вот это приправляли. Да сейчас какой-то феналгон пошел, странно. Раньше намажешься этим Раньше феналгоном, он был немецкий. хоть 3 дня все горит, блин. Какой? Чуть потеешь, он неделю. Чуть потеешь, а он опять горит. Бля. Нож номер 3, 250 резов. Всё. Перерыв. Да. Надо мотать. Перерыв. И талон еще можно, конечно, порезать. Нет, ну вот надо эталоном порезать, чтобы Талон надо понять. еще заточить. Давай. 5,6. Трешка похуже все-таки. Хуже, чем первый? Мальчики, давайте, мотайте. Гребите отсюда. Ставь паузу. Перерыв? Да, перерыв. Цены на размерки, да? Да. Ну, финский, да? Это Розелия, родной. Фламинго, немецкая сталь. Полный. Это тоже полный. 12.
Так, нож номер 1. 300 резов. Какая твердость у него? Да. Какая твердость? Откуда я знаю? Пушкарь может. Пушкарь сам. А зачем? Да. Пюре печем. Ну, нужен подверженный. А? Подверженный нужен. Что? Потверже хочет ножик. Да, ну все равно я тебе пищу, а ты мне кусок. Просто мне мелких нет. Это кованый быстрорез. R5, R6. Это вот как мехпила раньше была по металлу. 6,7. Понятно. Крюксу выпили. Ну вон твоя, как же ее выпили? Разве ее выпьешь так? Ну, все, кончилось. Давай так последний нальем на больше что-то. Не, не скорее. Сейчас. Ну что? Ну вот, давай, крайний больше. Ну, не течет. Так, нож номер 2. Резал. 300 резов. Да, хлеб забавный смотрится. По вкусу он тоже забавный. Хлеб получился. А ты его раньше не пробовал? У него корочка какая-то замерзшая, темная. Сладкая как будто. Кошерный хлеб, тебе можно. Нет, он вкусный. Сколько? 5,8. 7? 5,8. Да подожди, было уже такой. Может 6,8? Твоя полоса, он отстающая. Да ты просто не захотел его калить как следует. Это, во-первых, она в коробке уродит, что ты сделал. Вот интересно, вот тот ножик посмотреть, как усталость металла, сколько лет прошло уже. Может он, мы его вообще не проверяли тогда. Нет, он тогда сказал, у меня брат без места, 600 резов, это 50 кал. Да, мне все равно она приятна. Благополучие. Блин, кто сюда столько скотча намотал? Да. 3 слоя намотали. Хрен перерез. Нож номер 3. 300 резов.
Зачем ты их решил вместе проверить? Что? Зачем ты их решил вместе проверить? Для Ну, цель объективных какая, цель? результатов. Я тебе видео сниму, все объясню. А все-таки видео будет. Конечно. Ради чего все делается? Ради Ну, просто интересно, ради как, видео. у тебя же там что-то есть, что-то какая-то задумка. 6. Надо дальше отступать. Нож номер 3, туда дальше, да. Ну, в смысле, оставлять хвостик побольше, После 6 начнем они что, затягивать. тоже до 400 домучаются, что ли? Я думаю, что да. Но тут еще надо это. Ты точишь это? Точу. Нож эталон. Точу. Может, ты открыть показывать? Да нет, греть надо. Да и подложи у нас. Это, кстати, моя ручка, которая стирает. А, вон ластик там на жопке были. А я думаю, что пымпочка какая-то. Мы наряды писали. Черкать нельзя, Понимаешь? Как тут для толкупи его возьмем, первый человек, пиздец. Подольше до сих пор не Подольство понятно, но толкупи вот медведка, А тут всего-навсего одна подстанция сгорела. Пиздец. она сгорела, а электричества нет, все насосы встали, до свидания. Я говорю, блядь, столица У тебя наша. нет циркуляции, до свидания. Вань, что ж ты все дома заморозил? А я там не работаю, уже год. А ты поэтому сбежал, да? А вы Там кандидат, все да ладно дышит, Женя. а вы кандидата в Там вместо президенты 3 насосов видели, один блядь? стоит, блядь, ё-моё. У нас Сколько один резов кандидат. сделал? Нет, понятно. Сколько резов сделал? 350. 50. 50. 350 резов, 6,8. Блин, Да как? ну Так и было нафиг, же. блин. Блин, да. Но я же говорю, до 400 дотянет. Домучаем, домучаем. Ну 7 нет, поэтому Пемочка где вот это? вот она. 350. На этом морозе даже сам не видно. Да и чай тоже нормально. Всего кладут. Блин, я думал, он сдохнет, скотина. Дмитрий ждет, когда застынет. А, это 5,8. А, здесь 6,8. Ага. Надо ручку в трусы засовывать. Ваня. Ваня в трусы. Надо карандашом писать, как все советские люди. Да, все космонавты советские пишут. То американцы там ручку изобретали, наши говорят, Да. писали А карандашом. мы, говорит, чернильным карандашом как писали, так и пишем. Дмитрий, ты когда в туалет собираешься? Что был? Ты насколько Я слежу. 6,5. Это нож номер 2. Ну, видишь, уже догнал номер 1. Ну ты, Вань, ты наколдовал, ты его не трогал, надеюсь, свой первый номер. Как я его мог Ну, о трогать, чем если ты даже завис-то? не подпускаешь даже? Не, ну вот номер 2 такой симпатичный. Вообще шикарно. Не, режет хорошо. По симпатичности мне больше Копенко понравился. Бери 2. 2 по цене одного. Дайте 6. Новый год, да. Мечты сбывают. Остальные тоже надо ввести, ни хрена не надо. Старик его снег попил. Ух ты! Как оно потеплело. Кончается, тепло увеличивается.
Не, утром был вообще смертный это. Сейчас. Ты знаешь в нем сколько градусов? Да, 40. Нет, градусов по 40, а вот по объему. Где-то 0,3. Меньше даже. Ну, вот получше сейчас стал. Ой. Ты третий завис? Блин, я думал, что такие они сдохнут. Что это они сдохнут, кашка? Ты же чемпион Надеялся. пока. У меня уже все отвалилось. Что у тебя тебя отвалилось? отвалилось? Сейчас домотаем, сейчас надо нож контроль. Подбери в карман, положи и режь. 6,5. Ну, как раз по 50 резов и все. И потом вот ту кашку проверим, как Не, она. вот это жульничество такое. 6,7, 6,8. Так это полочка. Полочка. Надо же проверить еще старый ножик, как он это самое, спустя сколько лет усталость металла есть, нету. Вон тот, да? Да Женя, он полумертвый уже стоит, как ты что проверишь. Да. А Саша не берет его без проблем. Хочу. Барыга. А что делать? Денег нет. Тяжелые времена настали. Саша, у тебя все скупилось? 5 штук. Причем Игорь не берет, он говорит, у Сереги там дешевле. У Сереги другой совсем материал. У Сереги старый наши. Когда ты Женя не только берешь. Женя еще живой. Ленин еще взял, Савина взял, 125 шампион. А, и нет, вот. Почему у меня не берет? А, Гавриш, который тебе делал? Да, да, А, клинок Нет, который стоял, худели. А? Он же сильно на любителя. Ну вот он что-то Ровно 7. ну, схватил, порезался весь нахуй. У меня дома даже этого нету. Классно. Ну что, до 400 резов-то дотянул. Красавчик. Ровно 7? Ровно 7. Вот тебе и пластина. Вот Херач дальше. и пластина. Хуже всех резала, и все-таки она зависла на килограмм. А ПСЕвку не хочешь? Что ли? Который на 6,2. А? И 80% резов. И выиграла только на роге, блядь. Это мастерство, ты приближаешься уже. Молодо зелено. Не, ну приближается к мастеру. Именитым мастера. Ты не забудь. Где второй, расскажите, покажите. Чтоб так мог. Он приедет. Дима? Да. Муж нас приглашает, какой-нибудь, не знаю. Не, он построил кузницу, сказал, все, приезжайте. Он еще осенью построил. Да, он ее показывал. Надо, видимо, надавить по инициативе. Надо приезжать. Да. Стучать в ворота. Сказать, что не уйдем никуда. Сказать, что мы приехали, да? Все, блин. Не-не, еще эталон, Жень. Че? Я уже охренел. Подожди, отдохнешь, сейчас и кашку еще пустим. Мы пока намотаем. Егор Совет приловчился. 7? Ну, 6,9 можем натянуть, как скажешь. Да смысл. Ну напиши 6,9, а резать поставь количество. Да, 400, 6 и 9 и все. Что? Сейчас на роге еще проверим. Сейчас, что на роге, сейчас всех победим. Потому что Но по бодрости он превосходит этого. Он прям зубчиковый. рок рассудок не надо. Зубчиковый. Не надо, рок рассудок. У вас вот какие, ребята? Сколько костей? Мне пару часов. Хорошо, тяжело. Не о чем. А им о чем
режь, да и режь. Мы тоже не думаем, Ваня. Нам тоже. Ну тебе тоже, да. Думать вредно, мы слепаем их мозги. Так, этого хватит, надеюсь? Да нет, намотаем. Хватит. Не, намотаем чуть-чуть. Нам еще кашку тестировать. Хватит. Кашку. Еще будет столько. Надо. Вань, я кашку что не смогу, извини. Да сможешь. Что ты не сможешь? Я себя не знаю. Тем более мы ее уже тестировали. Мы ее ни 7. разу не тестировали. 7. Ни разу. Потому что ты Даже тогда сказал, что это чуть-чуть аналог соседа, который за жили 600 еще нет. отрезал. Все. Хрень наш. Еще этот, вот этот. А на Нет, него рок, хватит. давай, рок. Рок. Или не хватит. Подожди, а рок? Мотать просто приготовился. Не надо мотать, хватит это. Какая эталон? На эталон хватит. Куда он хватит? Хватит. Нет, на талон хватит. Надо кашку еще. Силу ты 3 штуки прогнал? Да. Сейчас он это самое запишет, рог порежет. Так, ну что? Номер 1. Любимый рог Фалькона. Но что-то не особо. Кипенко лучше. Ну он как Ванадис. Пальчик не удержишь. Похуже Ванадиса. Да ладно, похуже так же тоненькую стружку. намотал. Похуже. Ну, Даже хорошо хуже, чем похуже. Ванадис. Хорошо похуже. Ничего нет? Или только ты видишь? Где наша немецкая группа? При нас. Прекрасно. Прекрасно. Ничего нет? Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Отлично. А ты все кричал пластина. Офигенная пластина. Опа. А этот строгает лучше. Конечно. Он выглядел поагрессивнее. Гораздо лучше. Но у него Не, он прям цепляет. трубочку сворачивает. Но это, наверное, выпишет. Нет, я думаю, Да тоже. нет, должен. Он переслушал. Идеально. Нету тоже? Вообще ничего нет? Да, Вообще ничего нет. Вон туда зайди. Уже можно. Надо вынуть конец. И сейчас конец тебе будет. А, и надо их вот это зафиксировать, кто Да, это. Да. какой куда. Вот. А этот... Лучше всех. Нет. Как первый. Даже похуже. Чуть хуже второго, но лучше первого. Ну, похож очень на первый. Слушай, а на нем вообще ничего нет. Ты смотрел, в трех местах есть. А он в одном нет. Ну, нету, значит, он и сказал, что нету. Что, ты не веришь? Я всегда его верю. Потому что он никогда не верит. А вот этот поврежден. Но повреждение носит микроскопический характер. Я не знаю, Егор Сергеевич увидит их или нет. короче, только на Но, третьем, да, получается? но это там загиб. Вот такой. Вот. Ну, я понял. Но он микроскопический. То есть о нем даже говорить. Все равно деформация только на третьем. Да. Ну и что, они одинаковые, значит. Вот этот без отжига. Второй надо. Второй без отжига. Лучше всего. Не, ну тут есть в одном месте. Так он про это и сказал.